А! Аренда. Вон мы смотрим. Да. Мир-то недружелюбный. Еще потратил патроны, аптечку. Ладно, пойдем. Че там? Пойду за тобой. Классно покатился, да. Ай, с разбегу-то не надо было. Ну и тупая же смерть это была. Йо, ну давай. Нет ни хат, ни обучающих сообщений, выберите его, стоит лишь опытным игроками. Ну, а так? Ладно, хотя бы так. Ну хоть немного интерфейса-то нужно. Хардкорный режим рейнджа заставит вас играть с минимальным интерфейсом, без прицела, с меньшим боезапасом и осложненными битвами и более внимательными противниками. Оружие будет выходить из строя быстрее, а доступно для починки оружия верстаков станет меньше. Это ебать дрочево походу. Вот это еще норм, ладно. Но вот это хз вообще. Ну. Мне главное, чтобы с сохранениями все было нормально. Ладно. Ух ты. Блин, графика-то хорошая. Знаете, не лагает ничего. Ну, по крайней мере, сейчас мне так кажется. А не особо привередлив. Там графонию, главное, чтобы не лагал. Я типа-то из таких людей. Ага. Настройки качества, кстати, я не знаю, какие сейчас стоят, но я вроде как менял на средние. Но оно сбрасывалось каждый раз на ультру, так что может быть это ультра. Хотя нет, скорее всего. О, ладно. Какой-то... А, я типа прям сейчас модифицирую пушку, да? Ладно. Все, фул магазин. Спасибо, чувак, спасибо. Как удачно, что этот парень прям с магазином сидел, который подходит моему дробовику. Знаете, он типа умер 100 лет назад, и умру-ка я с дробовиком, точнее с магазином от дробовика будущего. Фу, блять. Сука, я боеприпасы истратил. Патроны есть? Я бы не отказался от патронов. Ой! Ты ешка. Блин, это было близко. Ну давай, ублюдок, мать твою. Решил ко мне лезть, как говорится. Так. Мне патроны нужно срочно. Кстати, может быть мы тут типа как пролог, просто нам покажут этого чувака, а потом мы типа сдохнем и наконец начнем играть за Артема или типа того.
Когда бывает в некоторых играх, блин. Сука, я не люблю, когда это такое делают. Это в первый раз я, когда такое видел, это было прикольно, знаете где? Вот в Call of Duty, вот вы сидите в машине, да, и едете такой, думаете, офигенно, прикольно. И вдруг вас убивают, нахуй. Но вот делать это каждый раз, это пиздец, по-моему. Так. Я думал, сейчас мы с турели будем стрелять. Как в старых добрых играх. С турелькой. С стационарным пулеметом. Так. Очень внезапный, конечно, ты парень. Просто я не ожидал. Так, что дальше? Ну типа бежать надо, да? Пожалуйста, открой и закрой. Я ничего не нажимаю, совершенно сам. Ой, мать. О, блин, что за хрень? Алёш, помогай, блин. Идиот. Дамир. Там у чувака имя идиот. Так, это... Идиот. Так, лысый это Дамира. Вот этот волосатый князь. О, я Артём. Так, лысый это Дамира. Вот этот волосатый князь. О, я Артём. Алёша. Дамир, Артём, князь. Идиот. Нормальная компания. Вот именно. Но врачам я сказал. Понял, отбивай тогда. Вперед! Нормально, вообще не тормозит, кайф. Ну так, сейчас немного тормознул, но ничего страшного. Здорово. Дамир, интересно, кто по национальности? Монгол, якут, Брось, Дамир. Пусть учатся защищаться. кореец, Метро китаец. слабакам не выжить. Подъем! Держись, Тёма. Сейчас мы Может, тебе вообще-то вольем вин. свежей спартанской крови. Че, переливание крови делать собирались? Вольем свежей спартанской крови. Опа. Уже сиделку назначили. Артём, Анна, проснулся наконец-то. Доктор сказал, все будет хорошо. хорошо. Ты меня окончательно сосвету жить решил? А что, если ты в следующий раз не вернешься? А у нас типа отношения? Ты пойми, нет там никого. Но теперь завязывай Мельник. с этими походами. Есть метро и точка. Больше никого. И метро нужно защищать, понял? Потому что если не мы, то кто? Ну да. Ты, я вижу, уже в норме. Собирайся помаленьку. Как будешь готов, обсудим ваш переезд в Полис. Что за полис, интересно? Пойдем. Я вот как бы играл в прошлой части, но не особо-то... Я сейчас врача позову. А ты мне пообещай, что это было в последний раз. Вторую часть не ладно? проходил полностью. скоро Первую увидимся. проходил, но давным-давно это было, и не помню. И графика не изменилась. Мы вас опять вытянули с того света, но Да, и вытягивали люди нас с того отдают вам света. свою кровь, которой может не хватить раненым, а вы постоянно приносите ее сверху радиоактивной. Несправедливо, как-то не считаете? Да, мы кругом виноваты. Ну, пиздец. Виноваты, ну, пиздец. Скажу прямо. Я не гарантирую, что смогу вытянуть еще раз, понимаете? Ну, понял, это последняя, как бы... Последняя жизнь у нас. Хардкор, рейнджер, че. О, началось.
Эти атмосферные походики. Балтийская книга. Так, амбулаторная карта. Черный Артем. Нас уже черным Артем зовут. Это, видимо, у нас после событий первой части, наверное. Или второй. Я не помню. Он там за черным гнался. А это было во втором. В первом он типа всех черных убил. Типа. Так, дата поступления. Третий раз уже. Да. Может быть, еще и четвертый будет после этой игры. Так, рецидив ЛБ Лев. Здорово. Что скажете? Да, Артем. Вам бы поберечься, не рисковать зря. Даже если где-то еще есть выжившие, О! вам они не помогут. Стоит ли вообще пытаться налаживать с ними связь? Тем более, что вскоре после войны сигналы принимали часто, а вот сейчас... Это вас ни на какие мысли не наводит? Вот вы, ребята, Поступайте, как знаете. изобретательные. Это ваша жизнь. Артем, я Это- понимаю, мы в тупике, и выход из него искать нужно. смотрите, но мне кажется, косяк с лучше текстуркой. заниматься этим не в одиночку. Ладно. Тем более, что ребята из Ордена в очередной... Дядя Артем, а я вам верю. Вы возьмите меня с собой. Пожалуйста, когда найдете, где это? 10 лет? Сейчас уже Артем, сколько можно? В одну самого крыша поехала, так хоть и ему голову не морочь, не смей! Да я вас первый раз вижу. Жена, он после твоих рассказов заснуть не может. Блин, ну... Господи, ну почему ты такой жестокий? Как ты Пацан. можешь, а? Пойдем мир повидаем. Пойдем. Да не слушай ты ее, пойдем. Ну ладно. Да, это безумие, столько времени проводить на поверхности. Да, я не хочу, чтобы мой муж сгорел от радиации, не хочу. Я его ненавижу за то, что он сам себя убивает каждый день. Но ты хоть на секунду задумайся, что если он прав? Что если Артем и вправду слышал сигнал? Мы слышим сигнал. Можешь простить себе, если мы упустим этот шанс? Шанс вернуться к настоящей жизни. Растить детей под лучами солнца. Настоящего солнца, пап! Я не смогу. Давай дождемся Артема и еще раз спокойно все обсудим. Но даже если он какой-то сигнал слышал, это не обязательно значит что-то хорошее. Поговорим об этом позже. Тут слишком много ушей. Да вас, блять, наверное, все слышали. Я даже за дверью стою, слышу вас. О, О, это хорош. Артем, здоров как бык. Но ты, брат, Князь, конечно, подвинься. дал. Тёмыч, как ты, дорогой? Вижу, жив, бродяга. Ну, сейчас устроим ну ладно. Тёмыч, еще пяток шрамов, и ты будешь неотразим в каждой луже. Как там в госпитале медсестрички? Ну ты как всегда. вам, оставьте парня в покое. Все подорово. Привет, идиот. Сэм, да, здорово. Все, разошлись. Не знаю, вот кто такие, но, на все про все. видимо, бывало, ребята. А у меня как раз с собой было. Ну вот, начинается. Только, плиз, не как в прошлый раз. Держись, Артем! Сэм. Он типа из Англии? Приз, говорит. Неделю спустя? Окей. Приз, говорит. Неделю спустя? Окей. Ну ты, Артем, долбанутый, конченый человек. Он уже через неделю вышел на улицу. Мельник нас прикончит, наверное. Ну что? Мы оба вышли. Лично я, Артем, слышу тут только одно, когда зимитер щелкает. Да еще эти вон, красавцы. Летают там, каркают. Родной, пойдем домой, а? Не веришь ты мне? Артем, думаешь, я бы не хотела жить где-нибудь на берегу океана или в лесу?
Только толку от таких мечтаний, когда мир молчит. Ну чё ты в натуре? Молчит, Артем, потому что умер. Ну... Черт! Слышал? Да ничего, не слышал. Вроде бы. Ой, блин! Он тупо, блядь, материализовался, бля! Как же клинит этот автомат, мать твою. Сменю как фильтр. Нахрен. В туалете, интересно, есть фильтр? Да, есть. Хорошо. Как знал. Потому зону запретной объявили. Ну, раз тут стаи такие здоровые. Не, понятное дело, что из сигнала, из-за того, что мы узнаем, что еще люди есть. Вот и все. И, скорее всего, за всем этим стоит мельник. Понятное дело. Типа, чтоб мы не ушли вдруг. Поэтому и квартиры предлагает. Давай через мост, чтобы железку не обходить. А то тут и так демократия. Ну и, конечно же, ради людей, чтобы они вдруг не начали там мечтать, так скажем. И не пошли там мир смотреть на поверхность. Не, ну таким Давай, макаром Тёма, точно люди бы все подсади сдохли. любимую. А, я думал, ты меня подсадишь. Блин, ну ладно. Черт! Артем, слышишь? Вроде рычало что-то здоровое, но далеко. Сейчас будет босс. Ничего себе метель! Босс вертолет. Видно ни черта! И не слышно! Переходим на рации! Да, я понял. Что за черт? Артем, ты тоже видишь? Чей? Откуда? Я же не сплю, правда? Ну вот, я же говорил, есть люди. Поезд, блин. Целый блядский поезд. Паровоз! С ума сойти, паровоз! Откуда же? Смотри, наши идут. Ой, блядь. Наверное, тоже за поездом ходится. Артем, давай! Эй, запрыгивайте! Ну кто такие, наши или что? А, блядь, лол, не наши. Просто. Противогазы хоть верните! Гера, блядь! Додумайся на... Не, погоди, стой, что? На, собака. Минус Артем, минус бабка. Дурак, а мог бы жить да жить. Поехали. Блин. А нахрена нас убивать-то, я не понял вообще. Бабку с пацаном что-то вдруг убили не в тему. За шо вообще? Аптечка-то есть? Или типа того? Ладно. Бывали проблемы и похуже. Гантовцы, значит. Сука, я их запомнил, бля. О, аптека. Как удобно. Видать, стражи прорвались. Хана
Они про меня, что ли? Ладно. Внимание! Туда не ходим. Включение поворотного круга. Да, паровоз у них отлично. Сопровождающим отдых до завтра. Ермак. Как-то это я сделал. Отлично. Идемте, скорее. Да иду я, иду. Проходите быстрее. Ох, беда! Да в смысле? Ну я просто хотел приколоться. Ай, блядь, я просто кинул в него банку и умер от его крика. Что это за цифры, я не пойму. 10, 1, 9. Опа! Начальник. Сыромятин. Господи, живой! Вообще посрать. Ты ранен? Жетон Хантера выдержал. Объясняет еще, как я выжил. Молодцом, всю технику уничтожил. И тревогу поднял. Мудак тупой. Ну, блин, жесть. Тёма? Вот. Я с ним! Ты мне готов дать пистолет? Да, глушак. Ваше, оно вместе лежало, я и умыкнул. Надо бежать, пока они не разобрались. Красавец. Красавец. Ермак просто лучший подсос. Быстрее, сюда. Вам надо пробраться через двор, вон в те двери, откуда охрана выбегает. Идемте. По всем неизвестным огонь открывать. Ермак Андрей Иванович, машинист паровоза. Бегите. Главное, проберитесь в ангар. А там Бог даст, вывезу вас. Они не знают, внимания не обратят. Андрей Иванович. Лоу. Внимание! В командном центре произошла диверсия. Да пошли вы все в жопу! Огонь открывать без предупреждения. Рабочему персоналу передвижение по базе до особого уведомления запрещено. Вот это я пробежал. Внимание! О. Станция подавления возобновляет работу. Ага. Включай зря, могут заметить. Вот это я, конечно, зря. Да почему ты не умираешь? Я ж тебе в голову стреляю. Началось, прикрываю. Так это не граната, это, блять, банка консервная. Почему ты не умираешь? Почему не попадаю? Чё, вообще, к чему? Не пойму. И фонарик не включай зря, могут заметить. Ну ладно, понял, все. Тёма, они Ермака схватили. Надо поближе подобраться. Если подберешься поближе.
Да блин, ну ты можешь нормально... Тебя заметили, прикрываю. Та. Ладно. Есть еще. Их можно всех поубивать, мне кажется. Тёма, они Ермака схватили. Надо поближе подобраться. Если подберешься поближе... Ну как ты мажешь-то, блядь? Как это, блядь, работает, нахуй? Пиздец. Он головой так вертит, блядь, пиздец. Артём, попробуй через яму. Только осторожно. Ну, он понял. Сначала этих надо было убрать. Ты как выжил, блядь? Слушай, у тебя что, шлем вообще из титана, что ли? А в рот шатал, я вас всех сейчас буду убивать. Блин, больно. Черт, на рейнже это вообще опасно. Тёма, они Ермака схватили. Надо поближе подобраться. Если подберешься поближе, я их отвлеку, а ты деда вытащишь. Чего? Кто? Кто, блядь? Тебя заметили, прикрываю. Как вы меня что спалили? Да как? Он за ящиками Я на паровоз. Он вроде как подготовлен. Вы давайте наверх. Включите поворотный механизм. Ядрить мы тут террористы, если так подумать. Столько народу перебили. Ну как бы я перебил. Еще охрана, отбиваемся. Да шо ты стреляешь? Бля, бедолаги, просто мне так жалко. Тупо ни за шо их убиваю. Блин. Мать твою. О! Артем отпустил. Ничего себе. Что-то мне кажется, будет минус Анна. Артём, Йоу. еще охрана, отбиваемся. Я их не вижу, блин. А, тут огонь. Тихо, полечусь. Тёма, помоги. Да где они? Их убила, что ли? Все, давай вместе. Нифига она классно убила этих ребят. Еще немного.
Да на поезд, быстро. Как имперские штурмовики стреляют. Наверх, скорее сюда! Они ворота несут! Надо бы противогазы надеть. Че нас? Понял, Баса, конец связи. Так, этих в расход. Машиниста... Я не понял, что значит в расход? Не лезь не в свое дело! Это ты не лезь. Сейчас полковник тебе все разъяснит. Ну конечно в расход, мы там столько народу убили. Полковник, тут такое... Папа! Ребята! Это мы! Помогите! Аня? Какого черта? Артем! Ребят, вы что тут делаете? Вот так добрый вечер. Полковник, это трибунал! Всем вам! Так, всем заткнуться. Невероятно. Невероятно. Черт. Так это правда? Ты на них работаешь? Они Помолчи. Артема стреляли! Как вы тут Они оказались? А, впрочем, не важно. Ты не представляешь. женщин, Потом детей! объясню. Все потом. Отец, что там по железной дороге впереди? До 101 километра дорога в норме. Безопасная стоянка недалеко найдется? Найдется. Только торопиться нужно. Они крейсер вызывали. Значит так, мужики. Артем с Анькой моей сейчас такого наворотили. В Москву им сейчас возвращаться нельзя, а то по законам военного времени их... Ну, в общем, мне увезти их надо, пока все не уляжется. А вы оставайтесь. Слышь, майор, мои люди к недоразумению на глушилке Не мне отношения решать, сам не знаешь. имеют. Я ни хера не понял, но за ребят буду драться. Конечно. Артем, Аня. Это же наши. Своих не бросает. Если не будет, то кто? Ладно, Че они рукой спокойно. делают? Закройте за борт и полный Мне показалось, вперед! Николта Зигу кинули. Артем, пошли выйдем. На свежий воздух. Окей. Это очень Спасибо свежий. ребятам, что поддержали. Им ведь он, похоже, тоже ничего не говорил. 20 лет мы сидели Капец, в у меня метро, дырка там. считая, что весь мир сгорел во время войны. У А на противогазе. самом деле Москву просто отгородили кольцом радиоглушилок. Красота! Ага. Клево живем. Не, а чё, нормально? И пока ты ходил с этой рацией и хватал рентгены, отец просто врал! Чё, ты сейчас зайдешь и застрелишь его? Врал тебе, мне, да всем вообще, всему. Ну чё ты завелась-то, лол? Пиздец, а это крейсер, да? Ох, нас сейчас, блядь, встретят, блядь. У-у-у, дерьмо! Ох, это серьезно. У них пушки прям. Гранатами мы им только Токарев. крышку поцарапаем. А если их внутри? Взрывчатки маловато. Разве что всю в топку им засунуть. Товарищ полковник, разрешите мне? Добровольцев здесь назначаю я. Пойдет Артем. Артема, блядь. Чё, Артём? Он эту кашу заварил ему и расхлебывать. Артем, как ты? Ну конечно. Все правильно. А я этого пока Так. Что ли, Яков Борисович? Некуда там Ух ты, это что за пушка там? Ты не бывал дальше, а мы бывали. Слышь, ты что, там пушку отдай? Ехать решили. От эмоций лишь. А вы сразу стрелять начали. Остановлюсь. Отпустишь? Я уполномочен задержать и передать органам, сам понимаешь. Всю свою жизнь служил и служить буду. Всегда. Я сдохну, если надо. За родину, за людей, понял? Но не ради тебя, гнида. Как сменить противогаз? Блин, там дырка огромная. Сменить фильтр, рюкзак, противогаз.
О, наклейку поставил. Нормально. Не волнуйтесь, мои люди помогут вам разобраться. Пизда их дохуя. Так, я понял. Попробуем поиначе. Ермак, готовься тормозить. Тревога! Враг на поезде! Тормози! 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 Тормозите, суки! Ну, сука! Ну все, теперь ты доигрался! Теперь и тебя, и прихвостней твоих, и дочку твою уже никак дезертиров! Как собак бешеных! Пулю и кювет! Лично тебя пристрелю! И сила рожу твою! Скотина хромая! Не стреляй, не стреляй! Я просто кочегар, я не с ними. Меня Да иди. Артём, бомбу ставь как можно ближе к котлу! Ей! О, он умер! Жесть, этот чувак умер страшно. держись! Артём, ты цел? Слава богу! Ой, бля, кошмар какой. Ради чего вообще? Ради, так сказать, познания мира. Поздравляю, теперь мы не Сука. просто предатели, а самые настоящие вражеские диверсанты получаемся. Вот-вот. Ебать я мельника просто. Жалею, не знаю. Мы просто стоим сотни километров от Москвы. Кошмар какой-то. Стоим и проверяем дозиметры. Потому Но до Урала путь Ядрить, у не него там близкий. фляга огромная, Давайте, походу. что ли, обустраиваться как-то. Это что за Название этой санина? развалине дадим. Ржавая водка. А что, давно пора? Предлагаю Анютины глазки. Да иди ты. Еще лучше. Вельзевул, бля. Да ну. А как насчет Авроры? Богини утренней зари и крейсер... ну, сами знаете чего. А, типа Другое поезд дело. назвать Авророй? Неплохо. Мне нравится. Ну да, хороший название. Красивое имя. Вообще норм. Но крейсер чего? Ага. Потом расскажу. Значит, и решено. Ха, тогда Капец, у него акцент. за Аврору. Окей. Артём, давай на карту-то посмотрим. Ну, отметили и хватит, пожалуй. Ну и Москва мы здесь. Мы, кстати, скоро уже будем подъезжать к мосту. Ух ты! Костер! Люди! Там люди! Тормозите! Опа, и стрелять начали сразу. Огневой контакт! Четверо, дрезина! Всем в рубку! Общий сбор! Так, я видел, кстати, неплохой ствол. Артём, ты как, цел? Блин, вот у нее автомат, конечно, огонь. Сколько все плохо! Гляньте на эту срань. Так, Проклятие! Мы блокпост чей-то в тумане не заметили. а я видел. Кто охранял? Форма чья? На что не раньше. Блин, знаете, Часовые эти на дрезине чешут к мосту. Там у них тут укрепление. может быть всеобщий психоз какой-то, как А вот тут, похоже, гражданский. у одного японского солдата было. Так,
Он все думал, то, что война не кончилась до 2000 какого-то года, я не помню, до 1900 какого-то, 1980-х, что ли, 90-х. Короче, какой-то японский офицер воевал, блин, в джунглях какой-то, блин, страны. Где-то на когда сможешь починить Аврору? Перл-Харборе, типа того. Не помню, короче, в каких-то тропиках. Понял, действуй. Но он был не один, конечно. Он был со своим отрядом. Их было всего 4-5 шли, типа того. Ну, поначалу вообще много. Так есть. Князь, на тебе разведка близлежащей территории. Но в конце концов он остался один. Прикроешь его с Авроры. Мне вот любопытно, я умру. Понял. Мы плавать не умеем. Хорошо. Все, пойдем. Артём, ну я полезла наверх, а ты весло в руки и греби в церковь. Понял. Как устроюсь, вызову. Что там написано? Удачи. Церковь царя Вялого. Или типа того. О, управление лодкой так прикольно. Что это за срань? Ладно. Эй, что надо? Так, где он там сидит? А, вон она. Так. Угу. Тут мы полутались. Типа дробовика. Ну-ка, постойте. Ашот. Ашот, блин. Так. Ну, калаш у меня не самый лучший, да? Как бы. Так, патроны-то сохранились, я надеюсь. Вот эти поменял стволы. Ведь непонятно мне, сколько оружия-то есть. 30, 51. Это как, возможно, сталкер с линейным прохождением сюжета или типа того. Благодаря тебе смотрю новинки игростроя. Да. Кстати, как качество стрима нормальное? Оно там не падает, не скочит, ничего. Не квадратики, не там нормально. Я вот испытался специально. 2 зайца минус. Блин, а нормальные зайцы-то оказывается. Норочка у них чё кого. Зайцы-то не мутировали. Гляньте. Тут хата чья-то. Кто-то чайник оставил. Потушим, а то чайник еще перегреется, так сказать. Забавное место. Очень прикольно. Да вы... Ух ты, это самолет. Самолет. Понял. Видите, вот я уже занимаюсь исследованием этого, блядь, мира.
Прикольно, прикольно. Я не знаю, что может не понравиться в этой игре, по крайней мере, мне пока сейчас все нравится. Ух ты, блядь, тихо нахуй. Заяц. Горит и убежал. Пошел вон, фу, блин. Не, ну трупики не кушают. С большой охотой. Ебать ты отвратительная хуйня, блядь, ёб. Фу. Да, господи, да подойду я, хорош уже. Так, что на самолете? Кости. Хламчик какой-то. Так, приборов всякие. Вроде пустой. Никого нет никого. Кстати, тут жили люди. Но почему-то трупы лежат, я не знаю. Блин, а парень-то свежий. Давно умер. Глупо вышло. Надо было на том поле садиться. Хотя тянули, ведь и долго тянули. А тут мэп. А вообще, какая разница? Отсюда нам до Москвы точно не добраться. Это наш поезд, если что. Ебануться. Второй раз так умираю уже. Тупая смерть вообще. Ой, как так-то? Да кто так умирает? В реальном мире даже никто так не умирает. Почему они так сделали вообще? Я помню, похожая смерть у меня была в Ведьмаке. Он просто с ничтожной высоты умер. Ну, от падения типа умер. Очень маленькая ничтожная высота была, и чувак просто у меня упал и умер. Ой, блядь. Мразь. Да. Охренеть. Это вообще что было сейчас? Ох ты, мать твою. Это что у меня такое лежит? Это ваншот? Я не ошибаюсь? Ну-ка посмотрим. Да, это ваншот. Типа, понятно. 2 ствола. Ну ладно, ваншот победил. Все, он теперь у меня остается. Так. Сколько, правда, у меня патронов? Ваншот.
Ебать. О. Понял. Ага. Так. Интересное место я заглянул. Закрыто, зараза. Химикаты не помешают. Кейс какой-то на воде. Ебать, огромное место. Что это дело? Охранить церковь далеко, походу, сейчас. Так. О, мне сейчас будет. Жесть, шот ваншот выхлестывает. Ё-моё. Чё? Понял. Как? Что? Как это случилось? Ладно. Так. Знаете, что я понял? Что прицел нужен лазерный автомату. Пей. Они не заколебались там стучать в кулак. Я вообще спать собраюсь. Пошел спать просто. Там это наша, типа, жена Анна, напарница, на вышке там стоит, блядь, мерзнет со снайперской позиции. Они там долбят в колокол, а мы пошли спать. Ждут нас. Нормально. До сих пор колокол бьют. Ладно, пойдем, это что-то жестко слишком. Давно нас ждут. Так. Ну, можно посюда пойти. О, еще и лодочка есть. Ау, блять, ёбаный. Сука, эти мрази еще стреляют по мне. Ох ты. Гандон, троллить меня решил. Пизду, надо уходить. Нет. Тихо, тихо. Нахрен эту лодку. Или можно
На скорость проплыть. Пиздец. Походу единственный вариант это сесть на лодку и уплыть на ней. Блять, да ёбаный. Пиздец. Нереально. Пиздец. Это вообще возможно? Мир тебе, добрый человек. Церковь царя Водяного. Святой отец Силантий как раз начал проповедь. Заходи в храм, приобщись к свету истины. Понял. Только оружие не доставай. Народ у нас мирный, не стоит их пугать. Понял. Нормально, тут дети даже есть. Действительно, походу, нормальные люди. Силантий. Опа. Они меня еще хотят. Понял. Вот этот дядя с паровоза. Он нас спасти пришел. Спасу. Правда, боже, я уже и не надеялась. Мы с дочкой тоже не отсюда. Силантий нас уже год в церкви держит. Да, мостовики говорить с еретиками не станут. А я все расскажу. Уж насмотрелась за год-то. Ох, техноборцы! Подручные Силантьевы явились. Он их, как и здешних, окрутил, только эти с ружьями. Уходите. Тут спуск есть, а на пристани лодка стоит. И у нас есть, только маленькая очень. Артем, она дело говорит. Уходи к лодке. Женщине позже поможем, не переживай. Уходите, а мы знаете, к вам сами доберемся. Ладно, понял. Где тут еретик этот? На лодке пришел. Аккурат проповедь была. А потом что? Да вот вроде тут был, а потом раз и нету. Точно Лука его послал. Силантий говорит. Да знаю, я знаю, что отец Силантий. Говори прямо, не видел, куда делся? Ну, будто под землю провалился. Не видел ничего, а туда же. Все,
А, все, сдаетесь, лол. Сори, сори. Да, не повезло. Не защитила рыба, хотя жив остался. Не, ну я, конечно, что-то это... не хотел я так. Ну, типа, случайно я убил того чувака. Я думал, он не сдается. Ты не стреляй. Я Артем, сюда! Ебать, он огромный. Руку давай! Это, блядь, что было? Кит? Ух и здоровый, сволочь! Хотя ладно. Что-то сиделся. Неплохо. Прикольно. Ладно, продолжить. Аврора. Главное, меня, конечно, классно. Прогресс показывает все время. Жалко. Ладно, пока на этом все. Завтра на работу рано утром.